Ассаламу алейкум. Добрый день, друзья. Сегодня 20 марта 2024 года, 16 часов 1 минута по Берлину и 17 часов 1 минута по городу Джохаро. Друзья, я вас всех приветствую. Сейчас посмотрим, как у нас вещает стрим в YouTube. Стрим у нас идет в YouTube и в ТикТок. В YouTube на канале Реалити и в ТикТок на канале Аслан Арцуев, друзья. Сейчас мы тут наведем порядок. Наведем порядок. Так, открытый доступ, все меня видят. Супер, все отлично. Сейчас, подождите. Мне пришла одна идея в голову. Может, попробую ее реализовать. На проверку. Сейчас, одну минутку, друзья. Сейчас все мы тут наладим. Алейк салам, Довели. Все будет Ичкерия. Давно вас не было, Довели. Здравствуйте. Отправлять сообщение. Вот что я искал. Минимальный. Да. Вот что я искал, друзья. Вот что я искал. Для того, чтобы теперь писать нам комментарии, им нужно будет подписаться. Алейк салам, Арон. Маш Вовель Тамерлан. Шевига Маш Довел Шувежери. Дамы и господа, сеньоры и сеньориты, леди и джентльмены, мягкари и оноры, Маша Довейлашу. Всех я вас приветствую, друзья. Я от 20:00 каждый день модератор в Украине. Вот, супер, отлично, Доля. Все будет по шариату, говорит Аслан Грозный. Главное сказать, Аслан, главное, неважно о чем, что такое шариат, что ты говоришь, главное сказать. Ты, понятно, ты на работе, да. Ну, давайте оставим тех, кто работает. Вас ищут ваши земляки, чтобы наказать в Гамбурге, бог, да? Ольга, уже 5 лет они меня ищут, или 10 лет они меня ищут. Я тут открыт просто, и днем, и ночью. Сказки вы мне рассказываете, да? Мои земляки, это они перед вами, вот эти кадыровцы, ГРУшники, ФСБшники, они перед вами изображают себя, там, что они за вас, там, туда-сюда. Когда меня они видят, они говорят: Аслан, ты молодец, красава, короче, давай мочи эту русню. Так что эти империалистов, так что все нормально. У нас там все нормально, это вас лохов разводят. Да. Так. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, Шамиль, Машволь. Так, друзья, давайте я, как обычно, вам расскажу немного сводку от Генерального штаба Вооруженных сил Украины, чтобы мы имели представление, какие потери несут. Они могут быть немножко неточными, потому что война, все такое, и они немножко отличаются от данных, которые предоставляет нам ЦРУ. Так.
И поэтому мы приблизительно говорим вот эти цифры. Сейчас вам скажем, за прошедшие сутки уничтожено и ранено приблизительно 700 террористов и оккупантов. 9 танков уничтожено, 9 боевых бронированных машин уничтожено, 16 артиллерийских систем, 37 БПЛА, 7 автомобильной техники и 3 спецтехники. Ну, все вместе, все ватники и... А уже куда делать это слово ватники? Вы уже забыли, да? Давайте все вместе. Слава ЗСУ! Молодцы! Молодцы ЗСУ! Да. Так держать, да? Сегодня он вышел с заявлением, сам проживает в Гамбурге и обратился к своим. Что сказала? По-русски хоть писать научилась бы. Что сказала? К чему сказала? Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Так. Сегодняшний наш стрим называется «Белгород будут бомбить русские». И, по всей видимости, сейчас готовится, уже начинается массированная авиационная бомбардировка пригородов Белгорода, Белгородской области, где они обнаруживают диверсантов, которые зашли на территорию фашистской России. И в связи с этим я вновь и вновь призываю мирное, во-первых, население, чтобы оно готовилось, с едой готовилось, провиантами, с медикаментами, водой запасалось, теплой одеждой запасалось, хорошим бункером, подвалами запасалось. Ну вот, в принципе, давайте на эту тему будем говорить. Витаю, Иван, витаю, дорогой. Ну, давайте об этом поговорим, друзья. Скажите, пожалуйста, почему Аяда не приглашают каналы для интервью, а приглашают Закаева? Как так получилось? Дело в том, что в Украине, я не сомневаюсь, уже нисколько есть абсолютно пророссийские силы, они изображают из себя борцами с Путиным, но фактически они занимаются спасением России. Если вы обратили внимание, я вам сейчас покажу очень интересный момент одного вот этого русского командира добровольческих российских освободительных сил, который Легион Свободы России. Вот он Сейчас я постараюсь вам включить, чтобы услышали все. Вот смотрите. Сейчас я... Где-то это тут было. Я сейчас время не запомнил. Сейчас я постараюсь. Ну, это Легион Свободы России, Цезарь, которого зовут. Смотрите, что он говорит. Многие, скажем так, индифферентно открытой враждебности какой-то мы не видели никогда. Не было такого, как было в момент полномасштабного вторжения, когда украинцы бросались под танки, когда они стреляли из двустволок, закидывали бутылками с коктейлем Молотова врага. Такого не было. Нас не встречали как врага. Скажіть, будь ласка, якщо це можна сказати публічно, чи є охочі серед російських військових, які готові долучитися до вас, і як відсіювати тих, хто може на певному етапі зрадити, якщо такі, звичайно, є охочі? Я вам скажу, есть очень важный критерий. Чем более элитным подразделением является Внимание, слышите? Военная часть, тем больше в ней людей, настоящих патриотов России. И у многих этих патриотов уже есть понимание того, что Путин – это могильщик России, что он ведет Россию к расчленению, к распаду и к превращению России просто в вассала Китая. Ну, вассала Китая это он от себя уже тут добавляет, да? Но расчленению России, он говорит, вы понимаете? Он против того, что это имперец. Его Цезарь, его позывной говорит, что он имперец. Первый раз за все это время вот этот Цезарь сказал, что Чеченская Республика это
Но он не сказал, что мы там Ичкерия, независимое государство, что он сказал, что чеченцы могут жить свободно, как хотят. Это после того, как я так уже много об этом твержу, я им отдельно письма писал, отдельно видеообращения к ним делал, они меня игнорировали. И теперь вот человек, который уже несколько там уже дней, недели, сколько они там воюют, говорит, что он спасает Россию. Не знаю, расчленение России и так далее, и так далее. Если, ну, это сохранение России, это, ну, мне кажется, он прямо об этом заявляет. Не знаю, с какой целью он это делает. Ну, вот вы все слышали. Вы все слышали. Именно и то, что, знаете, я поддержал, как вы видели, тот, кто следит за моим каналом, я поддержал русских, которые пошли на свою землю за права людей. Вначале они не говорили, что он хотят спасти Россию от расчленения, от того, что люди будут жить свободно. Он говорил о том, что мы дадим людям право выбора, свободу слова, там, 3-10. Сейчас немножко по-другому говорит. Может, пропаганда какая-нибудь, может быть, для чего-то он это говорит. Я не знаю, но к таким вещам я очень внимательно отношусь, очень внимательно. И я вижу, что никто не заботится. Ну, знаете, такое впечатление, что в Украине ведется какая-то деятельность, чтобы имитировать деятельность. Вот кто-то начинает какое-то благое, хорошее дело, и везде нужно туда какую-то ложку дегтя всунуть. Вот я вот это наблюдаю. Во всем. Вот про Закаева, возвращаясь к Закаеву. Человек, Ахмед Закаев, ну вот смотрите, любой независимый украинец, который любой национальности, русский, он гражданин Украины, который проживает и борется за свою страну, за свободу своей страны против агрессора, оккупанта. Вот я вам говорю, вот, например, от всего Иван, вот здесь смотрите, есть Иван парень. Этот парень служит ЗСУ, воюет. Вот, Иван, давай я тебе задам вопрос. Только непредвзято, вот, объективно ответь мне на вопрос. Например, как... Совершенно верно, Иван. Смотри, не об этом речь. Смотри, например, в 2014 году начинается у вас война. И не берем там Ахмеда Закаева, не берем другого-то человека. Ну, например, выдуманную какую-нибудь персону возьмем, персонаж какой-нибудь возьмем. И вот этот человек говорит с 2014 года, тебе говорит, что вам помогать не надо и вас нужно победить. Другой человек говорит, что вам нужно помочь. Иса Мунаев, и он едет с вами воевать вместе, помогать вам и гибнет. Кому бы ты отдал бы предпочтение? Человеку, который в 2014 году собрал людей, поддержал людей, которые ехали туда воевать к вам. Как Ису Мунаева, например, поддержал Аят Идигов. А Ахмед Закаев отговаривал его туда ехать и говорил, мы все поедем в Чечню, мы тебе дадим министра внутренних дел пост, ну и так далее, и так далее. Кого бы ты, Иван, поддержал бы из этих людей? Ахьяда Идигова ты поддержал бы, который с первых дней войны сразу же занял вашу позицию, снарядил человека, помог ему в политическом, в моральном плане и помог ему поехать туда. Ну, Иса Мунаев-то сам ехал, но вообще он одобрил это все, поддерживал это все, скажем так. А другой не поддерживает. Кому бы ты отдал бы предпочтение, Иван? Может, я сейчас долго пытался все рассказать. Просто вот как ЗСУшник, ответь мне, человек, который с первых дней был против того, чтобы вам помогать, или человек, который с первых дней был за, чтобы вам помогать, кого бы ты поддержал бы? Ответ очевиден, совершенно верно. Это враг и Закаев, это враг и предатель. Совершенно верно, Иван, абсолютно, да. Это, конечно, такой очевидный ответ был.
Смотрите, мне человек Ахмеда Закаева предлагал работать против Украины на российскую разведку. Я это прямо говорю, что еще нужно? Я готов пройти детектор лжи, независимую экспертизу я готов пройти на полиграфе. Я готов подтвердить каждое свое слово любым способом, который есть. Я писал в прокуратуру здесь заявление по этому поводу. Я не понимаю, для чего Украина берет вот этих людей и принимает к себе. Вот вы мне задаете вопрос, почему Ахмеда Закаева приглашают украинские каналы, а Аяда Идигова не приглашают. Я не знаю, почему так себя украинские журналисты себя ведут. Я не знаю, почему они Гарри Табаха, который гражданин Америки и топит, конкретно топит, да, за Украину, конкретно помогает, критикует свою власть. Вы, украинцы, не имеете права, и я, например, не имею права, которым ждем помощи от американцев, поддержки, их так критиковать. Нам скажут, вы кто такие, вы что, обнаглели что ли? А он имеет право. Так вот, Гарри Табаха, гасят как только могут. Гасили, по крайней мере. Он так-то себя особо в обиду не даст. Наверное, чтобы дезинформировать врага, говорит Иван. Не знаю. Наверное, Иван, наверное, это какие-то такие сложные штуки, но... Ну вот, смотрите, вы дезинформируете врага, но вы дезинформируете, например, и меня. Вот мне идет, я знаю про этого человека, я знаю, что там происходит. И вот вы дезинформируете врага. Я, как чеченец, который хочу помочь Украине, хочу помочь своему народу и украинскому народу, государству украинскому, я, например, меня это может возмутить, правильно? И я могу начать призывать чеченцев не помогать Украине. Я могу обвинять Украину в предательстве. Буданова я могу обвинять в том, что он хочет чеченцев слить в фашистской России. Я думаю, если такую позицию я займу, то пользы Украине от этого не будет точно. И я ее не занимаю только лишь потому, что я боюсь навредить. Потому что слишком много на кону стоит. Хотя я бы давно занял бы это и по отношению к Буданову, и Подоляка, и кто там, Геращенко. Например, я тогда про Геращенко сказал, кто он есть. На меня направили одну Елена, как ее зовут, забыл фамилию, которая начала распускать слухи, как и Закаев, как и ФСБ про меня распускает слухи, что у меня бизнес в Москве, что я там засланный там в Москве и в Грозном у меня бизнес и так далее. Это, как это рассматривать? Человек союзник, человек вам помогает. И только из-за того, что он критиковал какого-то Геращенко, а Геращенко он заслуживает не просто критики, а человек должен быть, я не знаю, отправлен в родную Россию. Потому что, мне кажется, он работает на Россию. По-другому это не объяснишь. Начинает на меня возводить всякую ложь. Вместо того, чтобы со мной поговорить, пообщаться, объяснить мне позицию. Например, я говорю. Вместо того, чтобы признать нашу Чеченскую Республику Ичкерия, принимаются такие половинчатые меры. Верховная Рада принимает, и на этом останавливается все. Президент дальше не говорит, что мы признаем. Для чего это делается? Заигрывание? Не знаю. Давайте этим совсем разбираться. Потому что это не так просто. Это договорняк, наверное. Эта война просто списывает украинцев, говорит Тарас Гавриш. Иногда нас тоже дезинформируют. Иногда мы как приманки идем, даже не зная об опасности. Я не знаю, Иван. Есть правила ведения обычаи войны, и не все это можно. И Тарас говоришь, вот вы говорите, что договорняк просто списывают украинцев. Я не знаю, списывают украинцев или нет, но я, знаете, как это вижу? Списывают или на вас напали. На вас напали. И
Это факт, да, это Россия сама напала. Ее никто не насильно не заставлял, ее наоборот отговаривали и так далее. Всячески отговаривали. Как выходит так, что в Украине собираются, ну я не знаю, люди, которые против Украины. Но у нас так было. У нас в Чечне было так. Чем это закончилось, мы все видим. Друзья, мы это все прошли. Мы оказались полностью оккупированы. Мы выиграли Первую войну. Понимаете? У нас взыграла гордыня. Мы думали, что мы какие-то великие супервоины. Весь народ помогал нашим нескольким тысячам бойцам. Весь народ принимал участие. Потом война закончилась. У вас, я боюсь, просто точно так же может произойти. Потому что когда война закончится, украинцев, не закончится агрессия против вас. Открытая война, если закончится. Если останутся на места вот эта агентура. А вот у нас закончилась война. Избрали президента Масхадова, который устраивал Россию. Он вокруг себя собрал вот этих людей, Кутаева, Закаева, которые многие работали, не все, но полно было тех, кто работал на российскую разведку, Кадырова, Ахмада и так далее. И в итоге мы не знали, где наш враг, а где наш союзник и друг, где наш единомышленник. Мы были дезориентированы. Вот эта дезориентация идет против сейчас Украины. Я так это вижу. У меня очень просто плохой опыт воспоминания того, что произошло с нами. Именно так получилось и в Грузии в 90-х, как раз Мелиссия пишет. Спасибо большое, Мелиссия, что вы говорите и понимаете, о чем я хочу сказать. Я ни в коем случае не хочу навредить Украине. Наоборот, я некоторые вещи сижу и молчу. Хотя мне хотелось бы бить в набат. Ну, как это так происходит? Давайте буду смотреть ваши комментарии. Возможно, надеются, что с Путиным можно договориться, но, по-видимому, они не понимают, что он маньяк. Иван, мне кажется, понимают, что Путиным не договориться. И договариваются не с Путиным. Речь о системе КГБ СССР. КГБ СССР система, это такая система, она потомственно передается. Они своих детей туда же пристраивают. Причем на одни и те же направления в этом КГБ, они одни и те же своих детей, внуков подтягивают. И их задача сохраниться. Им без разницы, они очень хорошо мимикрируют. Это самые большие специалисты по мимикрированию. Это хамелеоны. Они притворятся самыми слабыми. Они будут завтра работать в гостинице. Они будут завтра в гостинице работать швейцарами. Будут работать в ресторанах швейцарами. И генералы, полковники, генералы, абсолютно не парясь, там, как будто это не они и не при делах. А те симулякры, которых они использовали, их мы будем разрывать на куски, сажать, там, преследовать, там, дискредитировать, разоблачать их и так далее. А сами костяк вот этого КГБ, они сохранятся. Понимаете? Вот что произошло в Чечне среди чеченцев. Не агентура была, агентуру нам русские бросили. Когда русские уходили, они нам оставили архивы. Они могли сжечь их просто-напросто. КГБ СССР, когда мы здания захватывали, они могли их сжечь. Они вывезли, что им нужно было. А что не нужно было, оставили. Оставили агентуру. Понимаете? Но самое главное, это не агентура. Самое главное, это те, кто эту агентуру за ниточки дергает. Кто ими управляет. А им нужно было, чтобы мы начали мочить эту агентуру, чтобы эта агентура начала мочить нас, и они как решают остановить там гражданскую войну и вмешиваются в дела.
И да, если своим или же другим говоришь правду, горького опыта переходит сразу на штыки. Да, совершенно верно, Мелис. Совершенно верно. У меня здесь, здесь в Украине, ну что я сделал Украине, например, что я плохого сделал Украине? Я сделал то, что ни один украинец не сделал для чеченцев, если по чесноку сказать. Я 10 лет, еще до начала этой войны, предупреждаю украинцев, всегда топлю за них, поддерживаю, и очень много чеченцев склонил на свою сторону. И мне предъявляют, что у меня какие-то бизнесы. Представьте, это украинцы мне пишут. Мне Золкин говорит, а почему ты не помогаешь там батальону шейха Мансура? А как будто Золкин помогал чеченцам, помогал Ичкерии. Или же хотя бы рот закрыл и не говорил, что мы террористы и черномазые там и так далее. Говорил, ментом работал, топил чеченцев там, гасил кого мог там, когда, наверное. Потому что менты по-другому не могут. Вот сейчас зашли добровольцы, российские. Туда пошли чеченцы, добровольцы. Они никакая не чеченская армия. Вы на меня не обижайтесь, чеченцы. Я вас нисколечко не хочу ни принизить, ни оскорбить. Но вы не чеченская армия. Вы чеченские добровольцы, входящие в состав ЗСУ, Вооруженные силы Украины. Если вы являетесь чеченской армией, вы должны быть уполномочены официальной властью чеченской. Вас чеченская власть в лице президиума правительства не уполномачивала. Вы добровольцы, вы делаете дело от своего имени. Ваш герб, который вам Ахмед Закаев дает, он липовый, он не настоящий. Если нет настоящих атрибутов государства, значит это обман, это фейк. И вас, вот вам эти нашивки сдали с 9-конечными звездами на гербе. А по закону у нас есть решение парламента, как положено. Это очень важно. Герб, флаг. Там, посмотрите на украинский герб и измените его. Давайте. Сделайте украинский герб другой. Не трезубец там будет, а пятизубец там будет. Будет ли он настоящий, этот герб? Нет, конечно. Потому что это не просто какой-то рисунок трезубца или там вилки. Нет, это государственная атрибутика, это утвержденный парламентом образец, ну и так далее, и так далее. Это все там должно быть сделано правильно. И вот сейчас заходят эти российские добровольцы. Они все представляются именно такими. Я призываю всех чеченцев пока в этом не участвовать. Пока вас называют российскими добровольцами, освободительными силами, в этом пока не участвовать. Потому что переключать внимание на Кавказ, на Чечню, нам это, пока нас никто не признал, в том числе и президент Украины, это очередное, знаете, очередное использование. Потом скажут, а мы вам ничего не должны. Вас, бойцов, которые сражаются, вас или уничтожат, объявят террористами, третьими, десятыми. И чеченский народ ничего с этого не поимеет. Вы погибнете, и поимеет только тот, кто вас отправляет туда. Понимаете, это Ахмед Закаев, который сейчас пытается пиариться. Но то, что вот мы распространяем правду, это, конечно, этот пиар мы сводим на ноль просто. Мы знаем, что это не может так продолжаться. Очень интересные вещи, конечно. В трезубе зашифровано слово «воля». Да, ну я это как пример, Иван. Я не именно вот ваш трезуб, а я имел в виду. Лучше горький опыт, чем сладкая надежда. Конечно, Иван, конечно, каждый день, каждый божий день вы гибнете. Именно вы. Если бы не вы, то не было бы этой Украины, не было бы никакой помощи
Запада, не было бы ничего вот всего то, что сейчас там грудь себя бьют там многие, в том числе украинские политики. Если бы вас, простых парней, не было бы, простых девчонок, не было бы всего этого. И вы должны знать правду. Мы, например, чеченцы, знаете что, положили 120 тысяч в первую русско-чеченскую войну людей, а потом мы остались никому не нужными. Абсолютно. Наплевать на все. Наоборот, враги были. Если ты искренне, честно сражался, если ты не воровал, если ты не предавал, если ты не был сукой, то ты враг был. Вот к чему пришло. Все достойные командиры, а в вашей среде, военной среде, лидеры сразу появляются. Месяц, 2, год, уже за 2,5, уже больше 2 лет уже война идет, большая война. А в итоге ваши все лидеры все выявляются, а потом их либо подкупают, либо запугивают, либо дискредитируют, либо убивают. И в итоге мы возвращаемся, что люди мерзли, гибли, теряли конечности. И в итоге КГБшники останутся у власти. Путин зашел при помощи этих КГБшников. Он, помните, сказал, военные, переходите на сторону. Вот эти военные его беспокоили. Переходите на сторону России, там типа туда-сюда, там и так далее. Военные, вот кость в горле у Путина, у России. У СБУ. Понимаете? Вот у кого кость в горле. И в итоге мы теперь знаем, я в этом убежден, и сейчас уже все об этом подтвердили, что Россия вела империалистическую войну, начала империалистическую войну. Она хотела создать новую империю, она создает ее сейчас, данный процесс идет. И нужна для этого Киевская Русь, история Киевской Руси. Но она делается не для русских и не для украинцев, эта империя. Она делается для КГБ. КГБ РСФСР, КГБ УССР. И КГБ УССР ждала вот эту КГБ РСФСР у себя. И все подготовила к тому, чтобы пришли. Там нету русский, чеченец, там бурят. Там есть только вот эти, которые служат этой системе. Есть офицеры, это дворяне, это потомственные, там, так далее, КГБшники. И есть обслуга, это стукачи их нештатные, секретные сотрудники, которыми они управляют. Это их мафия, это их армия сексотов. А мы простые люди, мы должны быть холопами, рабами, солдатами, рабочими, и никакого социального лифта, ничего у нас не должно быть. Но когда нужно, нам будут говорить, смотрите, это чурка, иди русский, дай ему в рожу. Когда это нужно, появятся группы русских нацистов, которые будут, как в Москве это бывало, убивать черных, не черных, кого попало, как захотят. Потом скажут, нет, все, эти русские нацисты обнаглели, надо их чуть-чуть угомонить. Так, давайте сейчас какую-то другую группу, давайте этих нацистов мочить. И будут их мочить, как замочили, помните, русских нацистов, которые там Черкизон взорвали, там еще что-то, убийство совершали, пожизненно дали там несколько вот этих молодых пацанов. Они же болваны, они же ничего не понимают. Их выдергивают, закачивают их ненавистью, они там убивали чурок, взрывали там Черкизон, черкизовский рынок. А потом их поймали, и менты-то тоже работают, их сажают. А потом всех прикрыли, нету больше, все, нацисты закончились. И остались какие-нибудь симулякры вроде Навального. А такие идейные, которые убивать готовы, там, их все, они свое дело сделали, их убрали. И все это делает КГБ. Понимаете? Она не дает жить ни чеченцам, ни украинцам, ни грузинам, соседям, ни внутри своей страны не дает она жить, ни мигрантам, приехавшим к ним, не дает. Вот такая вот интересная система складывается. И все они делают для того, чтобы отвлечь внимание от них. Понимаете?
от кого угодно, на кого угодно переключайте внимание, но главное, чтобы вы не говорили о КГБ. О КГБ СССР, чтобы вы не говорили. Ведь мы понимаем, что имперскую войну развязали для того, чтобы захватить Киев. Точка. Мы, значит, понимаем, если исходить из этой логики, что есть в Украине КГБ СССР, которые тоже хотели воссоздания великой путинской или КГБшной русской империи. Как назвать, неважно, русская, российская империя она будет. Тогда вопрос, сколько СБУшников выявлено и привлечено к ответственности, снято с должностей, отправлено на фронт в Украине. Есть такие, а их выявить ведь несложно, если по большому счету. Я наколку уже дал давно. Направление, в каком русле, в каком направлении работать. Это неодворяне патрушевские. У вас намного больше, чем у меня информации. Вы на каждого из них имеете досье. При желании можете составить, если его нет. Почему не выявлены эти люди? Если выявлены, почему они не осуждены? Почему нам об этом не рассказывают? Мне кажется, что именно с этим и связано, что Америка сдерживается. Америка понимает, что нет той отдачи в Украине, которую она бы рассчитывала, что она может понадеяться. Даст она современное оружие. Ведь почему гибнут украинцы? Потому что не дают, дополнительно гибнут украинцы. Потому что не дают современное оружие. Современные, суперсовременные технологии не дают. Тогда возникает вопрос, почему их не дают? А если их не дают по причине того, что в Украине есть пятая колонна, или люди, которые влияют на то, чтобы у американцев возникли сомнения, отдавать ли современные технологии украинцам, то не являются ли эти люди, может, они бьют себя в грудь, какие они патриоты Украины там, и так далее, но по их причине, если не дается Украине современное мощное оружие, то не являются ли эти люди соучастниками убийства вот этих украинских воинов, которые сражаются? Эти вещи нам нужно разбирать, и мы не можем просто так молчать, мне кажется. Мне, если молчать, это далеко зайдет. Но меня вот касается в основном то, что я сейчас вижу, это чеченский вопрос. Мы тут сидим, очевидные вещи. Невозможно оспорить то, что я 10 лет топлю за Украину. Я уехал, бросил работу, все, чтобы помогать защищать Украину. Меня никто не может обвинить, что я что-то сделал во вред Украине. Ни один человек за эти все 10 лет и на митингах стоял, украинцев здесь в Гамбурге всех поднимал, ходил на митинги, хотя ко мне с настороженностью смотрели. И по-хамски себя вели некоторые, да. И вот возникает интересный такой момент. Как так? Люди, которые вас не поддерживают, вы их приглашаете, вы им даете там медальки от них. Буданов-то не может этого не понимать. Буданов, Закаев медальку дает, это позорище просто. Это фейк. Это медалька, это не медаль, это не награда какая-то. Это дискредитирует Зеленского. Но хотят нам Кирилл Буданович показать, вот, смотрите. Не знаю, я из всех этих игр, секретов, ГУР или там СБУ, чего там делать. То, что там есть патриоты, я не сомневаюсь. Опять же, я не всех хочу обвинить. Конечно, если бы не было там патриотов, то дела были бы намного хуже.
Странно, конечно. Давайте разбираться. Сейчас посмотрим, что будет. Смотрите, было дело с Пригожиным. Вот у этого ГУР Украины очень много каких-то странных вещей происходит. Мне непонятные. Дело было с Пригожиным. В Бахмуте накачивали год Пригожина, авторитет Пригожина под Бахмутом. Всех зэков туда скинули. Сколько украинцев погибло. И поднимали авторитет Пригожина, что вот он бьется за этот Бахмут, там 20 тысяч там погибло зэков, там сколько-то тысяч, и украинцев ведь погибло, граждан Украины. Это ж мы тоже знаем. Затем нам рассказывают, что он идет там на Ростов. Фейк, смешно, абсолютно просто туфта полная. Народ не поддерживает Пригожина. Армия не поддерживает. Несколько групп его там, несколько сот человек с ним идут. И что они могут сделать? Если кто-то нам расскажет, что в российских вот этих рядах наверху какой-то разброд и шатание, ну я вам скажу, да, они волнуются, да, им страшно, да, они паникуют, они принимают иногда неправильные решения. Ну, там нет разброда и шатания. У них там дисциплина лучше, чем, я вам скажу, где до войны, чем была даже. Они объединились, они испугались, пока они понимают, что без Путина будет все еще сложнее им. И пока они собираются не разъединяться, не друг друга мочить. Пока этого не видно. Тогда, когда шел Пригожин, тоже не было. Ну, во всем мире уже это восприняли, как будто все, Пригожин свергает Путина, мятеж там, и так далее. А кто это сделал? Это Буданов сделал, это ГУР сделал. ГУР представил американцам, англичанам, Западу, что вот-вот это сделается. Что вот-вот сейчас Пригожин зайдет, все разбегутся там и так далее, и так далее. Сбили самолет, сбили вертолет, там, убили там это. Мы не увидели ничего такого, никаких боев, ничего не увидели. Я полагаю, что Пригожин вступил в сговор с ГУР и сказал, что давайте я сейчас это сделаю, а вы меня поддержите. Там, деньгами, оружием, там, информационно, 3, 10. 2 года накачивали, обманывали ГУР, обманывали Украину, или год накачивали Пригожина вот этим Бахмутом, вот этой кровью, трупами, уложенные трупы, как кричал Пригожин, где снаряды, где снаряды? Снаряды были, снарядов было достаточно. Там убивались, очень много людей убивалось этими снарядами. Но показывали, что якобы Пригожин каким-то дедом недоволен, каким-то там идет там, снарядов ему, этим Шойгу он недоволен. А я видел, что это спектакль. Вы тоже это могли видеть, если бы следили бы за этим. А ГУР этого не видел. ГУР не видел. Говорит, это не спектакль. Сейчас происходит событие. Я считал своим долгом поддержать. Я этих русских парней, они мои идейные противники, они националисты. Но если они борются за права своего народа, которых КГБ лишило этот русский народ этих прав, то я не могу их не поддержать, особенно в этой ситуации. Я их поддерживаю. Все, почему нет? Потом всплывает следующая ситуация. Их, опять это ложка дегтя, их представляют якобы русские освободительные силы. Может, я ошибаюсь. Может быть, я не прав. Но мне кажется, на России русские освободительные силы – это власовцы. И Путин их четко обозначил власовцами. Понимаете? Четко их назвал власовцами. А это значит не просто позор. Это еще смертельный позор. Власова повесили, как мы знаем.
И никто не захочет поддержать таких власовцев. А если это нормально, и не почему российские, а почему не русские? Ведь они же националисты, их надо назвать. Туда, вот меня смущает, когда туда пристегнули или примазали Закаева. Все, мне уже это все кажется уже какой-то фейком. Да, парни по-настоящему гибнут, по-настоящему сражаются. Не знаю, насколько эти потери соответствуют действительности, которые они озвучивают. РДК озвучивал большие потери. Не знаю, насколько это все правда. Но то, что что-то там серьезно идет бомбардировки. Не понимаю. Не понимаю. Давайте наблюдать, что вот, смотрите, если это на самом деле имитация, перед Западом показать, что вот мы боремся, там, 3-е, 10-е, и на самом деле там нет целей, чтобы реально пойти далеко, то, скорее всего, могут просто этих людей разровнять бомбами, которые туда зашли, и на этом закончится. Вот эти российские освободительные силы могут закончиться. Их уже представили как предателей, как власовцами, и чтобы их российский, русский народ не поддерживал. Посмотрим. Сложно все, друзья. У Власова было много идейных, но предатель есть предатель. Власов был на стороне Сталина. Он был на стороне Красной Армии. Дослужился до генерала. Когда стало тяжело, и когда попал в окружение, он сдался и перешел на сторону немцев. Я, конечно, не так отношусь к Власову, как раньше я к нему относился. Я много что прочитал о нем, и я прочитал мнение Абдурахмана Ахтарханова о Власове, и поэтому я немножко изменил свое мнение о нем. Я о нем хуже думал. Сейчас я думаю, что он русских спасал. Так пишет Абдурахман Ахтарханов. Но эти РДК, они-то никакие не власовцы, они не попали в окружение, они не сдались. Они изначально были теми националистами, которыми они были. И они заступались за русских. Понимаете? Их представлять власовцами, это неправильно, на мой взгляд. Потому что они за уши не притянешь. Да, они русские, которые против действующей фашистской власти в России. Власов был русский, который был против действующей фашистской власти в Советском Союзе. Вот в этом они похожи. В таком случае меня можно власовцем назвать. И можно любого там украинца власовцем назвать. Потому что тоже против действующей власти фашистской России мы выступаем. И эти просто, они россияне и русские, вот эти парни. Поэтому власовцами они могут быть названы только врагами. Только врагами, чтобы их дискредитировать. При всем при этом, еще раз, и 100 раз, чтобы и чеченцы меня услышали, я не за РДК, и эти националисты, они лично мои идейные противники. Но я хочу быть объективен в этом вопросе. Если эти люди сражаются за права своего народа, за свободу своего народа, то они как минимум уже мне не идейные противники. Я имею в виду, как русские националисты, они идейные противники. А не как люди, которые сражаются за права своих граждан сейчас в этой ситуации. Давайте почитаем ваши комментарии. Салам, брат, салам. Так я это имею в виду. Они боятся Майдана, боятся людей, особенно Западной Украины.
Да, по всей видимости, так, валейкум салам, Шамсат, валейкум салам. Шалом, Аслам, все будет Ичкерия. Шалом, Ян, шалом, дорогой. Дал мула, все будет Ичкерия. Нам разобраться нужно, чтобы нас не дурили разные тут. Так, друзья, я перемотаю, потому что у нас много комментариев. Украине пофиг, кем является самозванец Закаев и какой вред Ичкерии несет его деятельность в Украине, лишь бы использовать в своих целях. Да, Шамсат, именно так. Ну, в том-то и дело, что и Украине от этого нет пользы. Вот в чем вопрос. Если бы была бы Украине от этого польза, можно было бы еще допустить. Ну, а какая польза от этого? Из-за того, что люди что сделают? Что несколько человек, которые вокруг Закаева собрали, Закаева и так все знают. Закаева ни один нормально уважающий себя чеченец не будет поддерживать. Потому что Закаева знают. Только там заинтересованные каким-то. Или обманутые. Как я был обманутый, когда не знал, кто такой Закаев. А сейчас уже много уже кто знает. Потому что я сижу тут рассказываю. Много что уже рассказал. Так. Так. Дай Бог, чтобы РДК были друзьями цивилизованного мира. Дай Бог, Иван, дай Бог. Хотелось бы верить, конечно, что это люди, которые готовы, а не как вот этот час сидит, говорит, там, Путин хочет развалить Россию, там, и так далее, и так далее. Но это то же самое Пономарев говорит, то же самое Гудков говорит. Они спасают Россию. Для них самое страшное — это развал России. А для развала России — это спасение для Украины. Это единственная стопроцентная гарантия для всех нас, что нас дальше не будут мочить, убивать и так далее. Ведь все это будет потом сведено на нет. Все усилия, все гибель, все жизни, зазря будет все, понимаете? Все это каша будет, это перед Западом, перед миром покажут, перед украинцами. Покажут, что вот мы боролись, сражались. А потом те же останутся на тех же местах. Вот СССР, они останутся на своих местах, имперцы. А если они останутся на своих местах, то дела не очень. Ассаламу алейкум, кенте. Ва алейкум салам, мимино, машуоль. И от РДК, и от всех остальных новоявленных русских несет Пономаревщиной и Фейкиным. Да, наверное, Шамсат, ты прав. Я просто в этом РДК хотел, хоть кого-то искал, кого бы можно поддержать, кого бы можно. Да, я тоже не вижу от них, что вот они. Хотя хочется надеяться. Хочется надеяться. Сам этот Цезарь восхвалял Пономарева с Фейкиным. Да, я знаю, это их человек. Они заодно. Потом как бы они немножко дистанцируются. Вперед, Израиль, свободу, Ичкерий, шалом, братья. Лукас Москит. Шалом, Лукас. Лукас Москит. Вот я поставил сегодня
ограничение, что комментарии могут писать только подписчики. Смотрите, как у нас относительно все тихо. Все, кто пишет сейчас комментарии у нас в чате, это те, кто подписаны. Так, когда освободишься, позвони мне. Хорошо, ночью позвоню. Валейкум ассалам. Интересно, конечно, все, да? Каждым днем все интереснее. Много, да, боты есть, но они уже с подписками. Подписками, да. Ботики. Ботики, ботики. Так, думал, что он такси по Франции, да. А подставить и ночи индирвак. Милос подставить, исполнитель казни. Мобайли валло, исполнитель казни. Пишешь, заходишь, вот этот свой бред постоянно пишешь. Кого я подставил? Кого я подставил? А? А там, где Пономарев и же с ним, это проявление КГБ. Да, совершенно верно, Шамсат, абсолютно. Каждый день, как за новой покерной раздачей смотрим, говорит. Не знаю, что ты хотел сказать. Цеяка исполнитель казни, давай болтаться дешь. Цеяка, давай, 18 шокач. С 18-го года ахудеш ашу, ялша, дамаделла, сокус открыто, ашму. Цеяка, минула, мы подставить, бо, айтылык шабихта. Бельгия, сынок Кавказа, Хобаня, Шабусал, Динчур, Эрвалла, Мабо и Худу. Что там цей минутиш, сынок Кавказа? Сынок Кавказа. Давай, ладно, исполнитель. И уйдешь из сынок Вовук, сынок Кавказа. Давай, гордый, но, да. За Путина голосовать дашь, уйдешь. Давайте, ты таилаш, да дылулаш, гордый, шо. Валейк салам. Так. Хаджи Мурат Риэлтор, скинь свой адрес в Германии, говорит, хочу в гости приехать. А тебе не кажется, что незваный гость хуже русского имперца, да? Хаджи Мурат Риэлтор, а? Давай скинь свой адрес и свой телефон, свои координаты. Я подумаю, что с тобой делать-то. Закай, вот что делаешь ты, говорит? Ты думаешь, что Чечня освободит сама чудесно? Если ты про закат, то сделай свой отряд или не мешай. Но, во-первых, Закаев ничего хорошего не делает, во-первых. Во-вторых, у Закаева нет никакого отряда. Есть несколько человек, которые по какой-то причине оказались. Я думаю, они скоро пожалеют о том, что они оказались рядом. Что сделал Закаев? То, что сделал Закаев, да, я думаю, даже Кадыров не сделал столько вреда нашему сопротивлению. Кадыров хотя бы открыто делал, я про Ахмада. А Закаев это делал, будучи как бы за нас. Это еще в 100 раз было хуже и тяжелее. Машуаль ночи. Так. Перспективная 21 Махачкала, приезжай. Хорошо, приеду. Хорошо, приеду.
Шейши отрячин ин лилерой. Да, вот имануца лилештей. Знаете, некоторые люди, которые сейчас там, Ахмед Закаев там вокруг себя собирает, мне напоминают Лобазанова, вот таких людей мне напоминают. Ахмед Закаев тоже собирает там людей вокруг себя, там, чтобы потом завтра ими пугать других, да, я вас убью, я вас это сделаю. Видимо, не напугался Закаев еще людей, или крови, наверное, не напился чеченской, видимо, ему еще продолжения хочется. Я говорю, продолжайте в том же духе, да, продолжайте. Только цаум душун, надаллашун, халхиллаш, хихилдашунес. Шейши отрядчин. Да, Шамсад, именно этого хотят. А знаешь почему? Мне не нужен, например, никакой отряд. Потому что я никому ничего не ограбил, не украл, не убил, не подставил, не сдал, там, на русских не работал. А вот кто грешки имеет, им нужны будут отряды, да, он вокруг себя собирает отряды и так далее. И у кого больше отряд, тот будет сильнее. Потом турецкие спецслужбы будут нам, да, засылать своих людей. У нас, знаете, очень много турецкой агентуры работает. Дудаев, например, был стопроцентным западником. Стопроцентным западником. Он старался ориентироваться на Америку, на Европу, на Англию. Он понимал, что там есть. А потом, после его гибели, после его смерти, появились люди, которые были ориентированы на Турцию, на турецкую спецслужбу. И в том числе у нас живут на территории чеченской, граждане нашей страны, являются люди, тюркскоязычные люди. Это наши граждане и все такое. И они начали работать на турецкую разведку. А у меня возникает вопрос. Если ты работаешь на турецкую, ну, она не враг нам турецкая, как российская, конечно же. Но если ты работаешь на турецкую разведку, то работаешь ли ты на чеченское государство и на чеченский народ? У меня возникает вопрос. Вот мне интересно знать. Если ты работаешь на турецкую, то ты точно, наверное, не будешь работать на чеченское государство. И вот эти вещи у нас, они нам вышли боком. Очень боком нам эти вышли. Люди, которые тесно сотрудничали с турецкими спецслужбами, получали от них деньги, получали от них инструкции. Они же это получали не ради чеченского народа. Не ради. И что у нас получилось? У нас получился большой бардак. Например, сейчас Маулади Удугов, который живет в Турции, он возглавлял все информационное пространство, допустим. Возьмем, например, вот эту деятельность делаю, допустим, я сейчас, в данный момент. Ну, я сейчас рядовой человек, я не представляю государство, а, допустим, назначают меня министром информации там, и так далее, и так далее. И я делаю все, что мне говорят турецкие спецслужбы. Платят деньги, миллионы мне дают, и мне плевать там. Я Hodimун, муслимун, бош. Ашун эшаши, те, что инкарита дуйлокас, асаих тиша дуэшу. Еще там очень важный момент. Сперва меня российская пропаганда раскручивает, что я побеждаю в информационном бою, что я самый великий, информационный борец. Сама российская пропаганда, что я их побеждаю. Расписывает это все. И после этого я начинаю вам, и вы верите все, ты смотри, какой Аслан способный, там, 3-10. И потом я начинаю вам, Hodимун, муслимун, халоут, газуат дадезуай, джихад дадезуай, тилат дезуай, бош. Асуирдо, например, босс, никогда в жизни хирам дачун, но, пример юкез, например. Асухейн хульшу, со ногчик ом хульшуйсо, я турецкий хульшусо. Дейруац ногчик ом хульшо. Иштум солили шола. Ногчик ом хульшола. Первоначально, изначально я должен думать об интересах чеченцев. Все остальное потом. Не нужно сотрудничать там втихаря, из-под тишка. Дудаеву, когда кто там, я не помню, пакистанцы, иранцы, там кто-то пришел и сказал, мы вам будем помогать.
мы вам будем бабки башлять, там, оружие, финансовая поддержка, все мы вам сделаем. Но только тайно. Джохар сказал, стоп, не надо мне тайно. Тайно я вам могу помогать. Нам, если вы помогаете, признаете государство, делайте это открыто. Понимаете? Если делать это тайно, это значит стать их агентом тайно. А им нужен только агент. А нам нужно разговаривать прямо, открыто. Да, все вещи, конечно, народу знать не нужно. Но быть агентом турецких спецслужб или других чьих-то спецслужб. Хорошо, будь, пожалуйста, служишь этой стране. Она нам не враг, она нас не убивает, по крайней мере, прямо. Ну давай ты тогда будешь как агент турецкой спецслужбы или действующий офицер турецкой спецслужбы. Ты будешь выступать как этнический чеченец, который хотел бы помочь, ну и для Турции извлечь. Или ты не этнический чеченец, может ты кумык, может ты кабардинец, черкес, еще кто там, аварец, неважно. Говоришь на чеченском, гражданин Чечении, любишь ты чеченцев, поддерживаешь чеченцев. Супер, отлично, мы тебя уважаем, ты нам нужен. Но представляешь чеченцам, говоря, как будто ты говоришь о чеченских интересах, и отстаивать турецкие интересы, это не совсем честно, мне кажется. Мне кажется, если бы я, например, здесь в Германии представлял бы турецкие интересы, причем они в одно НАТО входят, здесь огромная диаспора турецкая есть и так далее. Но если бы я был бы офицером или секретным агентом турецких спецслужб и занимал бы здесь какой-то пост, и об этом здесь узнали, меня бы, наверное, как минимум уволили бы. Как минимум сказали бы, вы не можете занимать этот пост. Поэтому мы должны понимать, что нам вот эти турецкие игры нам не нужны. А сейчас засилие турецких вот этих всех. И изменение вот этого нашего герба на девятиконечный, с пятиконечного на девятиконечный, это тоже может быть сделано. Не только русскими это может быть сделано. Понимаете? Потому что сейчас мы видим, что в этом принимают участие турецкие спецслужбы. Вокруг Ахмедзакаева мы видим турецкие спецслужбы. И нашивки не с пятиконечными звездами. Поэтому я ничего против турецкого народа не имею. Еще раз, чтобы меня правильно поняли. Но я не хочу, чтобы мой народ стал снова инструментом в руках то русского народа, то турецкого народа, или точнее не русского народа, русских спецслужб или турецких спецслужб. И вместо Кадырова, который есть проводник русских интересов, другой какой-нибудь Кадыров, который проводник турецких интересов, мне это абсолютно не интересно. Я не получаю удовольствия наживать себе врагов, говоря правду, но я вынужден ее сказать. Потому что если я ее не буду говорить, нас будут вот так вертеть, как хотят. А я хочу, чтобы нас не вертели. Говорят, вот ты отряд создай. Я отряд создал. Я создал отряд из огромного количества людей. Вот и вооруженный отряд мне вот человек пишет, создай. Я создал отряд из думающих людей, которые начали понимать, что есть что. Мне кажется, это намного лучше, чем 5 или 10 вооруженных людей, которые что-то там, какую-то задачу военную решают. Хотя я снимаю шляпу, проявляю уважение, честь и хвала этим воинам, которые искренне сражаются. Но если ты сражаешься искренне, а потом ты резко решил какие-то свои интересы, турецкие или украинские, или любые другие, чужие, не чеченские, вперед поставить, то в этот момент ты уже действуешь не в интересах чеченского народа. Понимаете? Вот эти вещи нам нужно четко разъяснить друг другу, объяснить. Нам не нужно воевать. Нам нужно поддерживать Украину. Мы хотим, чтобы Украина победила. Но те люди, кто поехал воевать в Украину, они не должны сразу же претендовать на то, что они должны стать там, не
президентами над нами. Нет, не в Сирию тот, кто поехал, пользу чеченскому народу не принес. То, что поехали в Украину воевать, я знаю один батальон, который туда, два вот этих человека, ну, эти группу людей, которые туда поехали. Это Иса Мунаев и Муслим Чуберлоевский, вот их товарищи. Они принесли пользу чеченскому народу. Первоначально, потому что русские хотели из нас сделать всех кадыровцами, и что мы вот враги Украины. Они спасли наше имя. Это все, на этом достаточно. Военных там, больших там возможностей у них нет, их не так много там и так далее, хотя они проводят операции и так далее. Все остальное, то, что вы делаете для себя. Для того, чтобы там кровную месть вы делаете, мстите русским вы, себе имя вы делаете, себе там звание делаете, еще чего-то делаете. Для себя. Понимаете? А мне нужно, чтобы мы для чеченцев что-то делали. Чтобы мы чеченцев вытащили из болота, которые закидывают там арабские империалисты, турецкие империалисты, русские. Это русские самые главные. Вот что нам нужно разобраться, понять. Коба Тифлис, Чечня тоже станет вместе с нами членами Евросоюза. Да, Аллах, Коба. Дай Бог тебе здоровья, Коба. Спасибо тебе за этот хороший комментарий. Салам алейкум. Получается, никому нет доверия, кроме Аллаха. Амин, говорит Идрис. Да, Идрис тебя зовут. Алейк салам, Идрис. Конечно, есть доверие. Почему? Аллаху само собой. Аллаху вера должна быть. А доверие к людям есть, конечно. И в Украине есть. И мы есть. И мы просто пытаемся разобраться. Ни в коем случае нельзя так думать. Нет, там все отчаиваться и так далее. Нет, жизнь-то не заканчивается. Мы пережили такой страшный геноцид. И нет ни малейшего желания у меня, например, на этом сейчас сказать: о, все это закончилось, теперь мы проиграли. Нет. Что хорошо в истории, она никогда не заканчивается. Понимаете? Ни оккупация страны твоей, ни это, она не заканчивается. Просто вот вчера я приводил пример, мне вот рассказывал, Аят, назову, кто мне это рассказывал. Аят рассказывал, что ему сказали, говорит, когда если произойдут изменения, будут в мире происходить изменения, вы, чеченцы, много заплатили за свою свободу, за свое государство, только не оставляйте то, что вы делаете, не бросайте это все. Понимаете? Именно правовую сторону вопроса этого государства, который вот президиум и Аят несут, и который я поддерживаю в этом. Не то, что там где-то зашли там какой-нибудь населенный пункт, поселок, деревню какую-то захватили. А вот в целом юридическая правовая сторона говорит, не бросайте это, потому что когда настанет время и будут происходить изменения в мире, а вас не будет, тогда с вас ничего не спросят, тогда вы пролетите. Вы останетесь ни с чем. И вот этого добиваются те, кто сейчас нас пытаются отвлечь от нашего настоящего фундамента нашего государства. А изменения наступают. И если люди, которые много сделали для этого, вот, например, я всегда говорю, вот есть пример, Джохар Дудаев, например. Рядом с ним идут его соратники, его товарищи, сражаются, гибнут. Ну, много что они отдают на это. Молодцы они, молодцы, базару нет. Ну, погиб Джохар Дудаев. Что, на этом тогда нужно закончиться, что ли? Вот это что, а ради Джохара тогда это все делалось? Нет, конечно. И если Джохар погиб, то эти люди, которые рядом с ним были, они должны идти дальше. Они должны просвещать, рассказывать людям, объяснять людям. Продолжать эту борьбу. Ведь Джохар просил не бросать дело, которое он начал перед своей смертью, когда умирал. Закончите начатое дело, он сказал.
Мы должны закончить это дело. А если сидеть в сторонке, я пока подожду, я слишком много сделал, но я теперь немножко подожду. Я никого не ущемляю, просто мне хотят что-то сказать, я слышу, до меня доносятся разные там вещи, как будто он там что-то сделал там и так далее, и так далее. Я ни на что не претендую, друзья. Я не говорю, что я что-то сделал. Я просто говорю, вы вместо того, чтобы меня критиковать, если вы реально что-то делали, сделайте тогда, выйдите из тени, покажите, что вы сделали, что вы можете, что нам нужно дальше делать. Так вы же не говорите ничего. Так значит, если есть Дудаев, мы делаем, и нет Дудаева, не делаем. Значит, не ради Ичкерии, не ради народа, а ради Дудаева делается. Ладно, давайте почитаем ваши комментарии. Сначала надо с Рашкой разобраться, а потом уже, если будут враги, и с другими. Адам, не надо нам рассказывать, с чем нам разбираться. Если ты, например, с Рашкой разбирайся, а мы сами решим, чем разбираться. Нам не нужен турецкий империализм, нам не нужен. Арабский империализм под видом ислама нам тоже не нужен. У нас есть ислам, мы мусульмане, у нас все нормально. Нам русский империализм не нужен. Понимаете? Наша Чеченская республика Ичкерия может развиваться семимильными шагами и отлично развиваться только вместе с Западом. Мы так строили, так Джохар строил это государство, так его соратники строили это государство. И устраиваться с арабским миром, с арабским империализмом, чтобы через арабский империализм кричать к той же Америке и тому же Западу о чем-то, нам это не нужно. Устраиваться с турецкими спецслужбами, чтобы через Турцию нам можно было обращаться в Европу или в Америку, нам это тоже не нужно. Спасибо. Нас немного, но нас треть тут на Западе. Это достаточно, чтобы оставшиеся 2/3 эти люди могли связывать, налаживать контакты, получать технологии, образование, финансы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому нам одной России хватило посредника между миром. Мы будем напрямую разговаривать с цивилизованным миром, то есть с Соединенными Штатами, с Англией, с Германией, с Францией. Нам не нужна для этого Турция, нам не нужна для этого Саудовская Аравия. Спасибо. Вы все себя прекрасно показали. Вы все показали. Ну и мы я пришел к тому, что путь Джохара Дудаева, путь западного развития Чеченской республики Ичкерия, это единственный жизнеспособный и самый-самый лучший для чеченцев, потому что реально Запад дает свободу. Турция не дает свободу. Арабский мир не дает свободу. Про Россию я не говорю. Ту, которую дает Запад, например. Не дает ни Турция, ни арабский мир. Арабский мир вообще забит. Там сидят короли, царьки, которым плевать на всех. Если бы не было бы плевать, Саудовская Аравия бы просто беженцев приняла бы, чеченцев. Не так уж и много для этого нужно было. Если бы это было бы не так. Поэтому им всем плевать. Это самые настоящие националисты и имперцы эти. Арабы, Саудовская Аравия, другие третьи. Понимаете? Никакого исламского мира, мусульманского мира, что мы братья там. Это все бла-бла-бла для лохов, для развода, чтобы использовать. Понимаете? Мы есть своя цивилизация, кавказская цивилизация. И мы нашу кавказскую цивилизацию будем развивать при помощи западной цивилизации, европейской цивилизации, англо-американской цивилизации. Вот как я вижу наше развитие. И так и должно быть.
Конечно, только Западом полностью защищены малые страны и гарантировано наше развитие и богатство. Абсолютно, Коба, абсолютно. Все верно говоришь, Асна, я полностью согласен. Но что, между прочим, ты немного раньше не понимал этого, понимаешь? И это хорошо, что ты в Дерейс Хойлон, да, Сидуэла, что ты так говоришь. Это очень-очень для меня важно, что ты так говоришь. Но ты был других взглядов. И вы многие были других взглядов. Когда мы говорим, многие не то, что вы меня ругали, но вы меня не понимали. Да, или присматривались, да? Да, так и было, Баркал ночью. Но мы говорим то, что я исхожу из того, я как чеченец, как меня называли средний, типичный чеченец, я исхожу из того, чтобы вы выгодно мне лично. Я исхожу лично, когда, как если бы я был бы представителем народа, и в какую сторону нам идти. Не лично мне, лично выгода. Лично мне договориться с турецкими спецслужбами или там еще с какими-нибудь спецслужбами, получить $1 миллион и там нести ахинею какую-нибудь, которая им выгодна. Это личный интерес, если затрагивать. Но этого никогда не будет. Никогда это не будет. Уалла, Омар Рибаттур не будет. Никакая спецслужба мира, кроме его величества, господин чеченский народ. И я буду только вещать. Я не буду никуда лезть, ничего не делать. Я буду вещать и разъяснять своим чеченцам, вам всем, чтобы мы понимали. И мне, как чеченцу, выгодно, я вижу, весь мир, Турция стремится в Европу, на Запад. Арабский мир стремится. Посмотрите, все технологии, все строительства, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, все их вот эти достижения в стройках, которые там у них есть, это все сделано с Западом. Все, до единого, все сделано Западом. Посмотрите, развитая Япония, Южная Корея. До сих пор уже 30-40 лет с развала Берлинской стены произошло вот это разрушение. За все это до сих пор Восточная Германия, вы туда поедете, вы даже, там ощущение даже энергетика совковая еще осталась. Представьте, 40 лет почти прошло. 35 лет прошло. Осталась вот эта совковая вся система. Вот до того это совок, это зло. А ФРГ, который развивался, это супер. Я хочу этого для себя, для своих детей, внуков, для своего народа. Леонид говорит, Леонид, вы ошибаетесь, Леонид, абсолютно ошибаетесь. Леонид пишет, Аслан, народы Кавказа не могут жить мирно, это доказано историей, часто происходят конфликты, честно, я уважаю ваше мнение. Леонид, вы глубоко ошибаетесь, вы повторяете абсолютно КГБшный нарратив. Скажите, сколько войн мы, чеченцы, мусульмане, и наши соседи, грузины, христиане, вели между собой за нашу историю? Ни одной мы друг с другом не вели. У нас конфликты были, с осетинами были, с северными, с дегорцами были, с грузинами конфликты были. На границе как было. Войн никогда мы не вели. Только русские всегда были. Только тогда мы друг друга убивали. Сталин, грузин, как русский нас выселял. Просто это была ширма, прикрытие Сталина, показали нам. Это русские нас выселяли, уничтожали. Сейчас, когда были события, там русские были, ямадаевские там и так далее. Это ширма, как чеченцами прикрывались. Мы никогда, это так я вас беру, один пример. Можете взять там кавказцы, там дагестанцев нас можете взять, с черкесами нас можете взять. Кого? Любой народ. Мы самые больше всего воевали на этом Кавказе. Поэтому если брать, давайте любого возьмем. Мы самые агрессивные, там самые плохие там, и так далее. Если нас взять. Кто воевал? Лезгины воевали с табасаранцами, аварцы воевали с осетинами, ингуши воевали
с осетинами, если бы не русские, никогда бы они не воевали бы. И если бы там не русские были бы, ингуши и осетин не воевали бы. Вообще ингушей не было бы, если бы не русские. Мы все были единым чеченским народом. Понимаете? Вообще, если исходить из того, что делали. Нет, конечно. Мы очень терпеливые и толерантные. Мы чеченцы, мы кавказцы, в целом, если взять кавказцы, мы очень хорошо понимаем, что после того, как проливается кровь, она имеет большие последствия за собой. И мы всегда пытаемся избежать. Вы даже можете подумать, что это трусость. До того пытаются люди избежать. Но как только она прольется, вы поймете, что это была не трусость, это был здравый ум и мудрость. Потому что когда она прольется, все заходит далеко. %% ГДР до сих пор совок пишет. Да, ну можно же поехать просто посмотреть, там же все видно. Во сколько и когда ты запускаешь эфир? Ну, Джексон, я обычно эфир, ну вот последнее время, особенно месяц Рамадан, я его запускаю где-то в 4 часа, как после молитвы, где-то ориентируюсь вот так. И до разговения пару часов посижу, время потрачу к этому времени покушать, чтобы, ну и много полезного, интересного вам расскажу. Алейкум, справедливый человек. Так, Акарабах, азербайджанцы и армяне. Что значит Акарабах? Вам даже лень мне писать комментарии, вы мне так, Акарабах там, азербайджанцы. Давай, типа, рассказывай. А правда, что во время войны Израиль нас поддерживал? Аслан ответит, где? Я не знаю, насколько нас Израиль поддерживал, если быть Артур Мураев, если быть честным. Я видел видео, что Джохар Дудаев говорит, почему такая большая Турция не заявила ноту протеста, а маленький Израиль, который окружен дружками, кстати говоря, я это уже от себя добавляю, дружками и такими же имперцами, как русские, арабскими странами, он выразил. Причем мы видели, когда нужно, что русские могут устроить с евреями. На 7 октября в прошлом году мы все увидели, что там произошло. И тогда Дудаев турецкому журналисту высказывался, почему Израиль, маленький Израиль нас поддерживает, а большая Турция с такой армией не высказывает ноту протеста. Потому что Турция всегда была за то, чтобы в Чечне была, на Кавказе была война, и чеченцы были в огне. Когда чеченцы в огне, турецкая агентура, тюркоязычная агентура, которая проживает у нас на Кавказе, она занимает лидирующие позиции. А когда чеченцы не воюют, чеченцы набираются сил, когда они независимы, свободны, то с ними приходится считаться, скажем так. Поэтому турецкая империя для нас такой же враг, как русская империя. Да, она не убивала нас, но она помогала нас уничтожать, и я думаю, что она будет дальше продолжать помогать нас уничтожать. И мы должны ориентироваться только на Запад, только на Соединенные Штаты Америки, только на Великобританию. Это не значит, что нужно быть их агентами там, и так далее. Ни в коем случае. Открыто. Открыто прямо нужно заниматься тем, чтобы мы могли помочь своему государству.
Салам алейкум, ассарцу. Ва алейк салам, демократ. Машвой. Ответь, какова твоя программа для деоккупации ЧРИ? Вы все кричите, затмеваете нас, простых обывателей, но ясного ответа от вас не дождешься. Арбат Арбатов, твой ник говорит, что я не хочу тебе отвечать. Как вы думаете, чеченцы смогут построить такое же государство, как Германия? Может быть, как Германия мы не построим, потому что Германия, немцы это свой особый менталитет, но да, я думаю, что мы построим передовое государство, демократическое, гуманное, правовое, справедливое общество, государство. Я абсолютно в этом уверен. И это абсолютно не проблема. Вот все, что я вам говорю, чеченцы такими уже являются. Им просто нужно дать такими стать, понимаете? Чеченцам не нужен этот чабан, как России он нужен. Там. Чеченцы сами по себе лидеры, индивидуалисты. Чеченцам нужно показать направление, куда двигаться. Да, должен быть представитель чеченцев. Мы сами себе выберем представителя достойного. 5 лет у нас по президент и парламент. Пинка ему через 5 лет, если не согласны с ним, и другого. Но чеченцам нужен направление нужно. Чеченцу нужно показать, смотри, вот тебе дорога, и вот это направление самое выгодное для тебя, вот из того, что есть. Самая польза тебе будет, вот по этому, если ты пути пойдешь. Так вот, он так пойдет, что все остальные будут просто ахать и завидовать, как он будет идти. Потому что он сделает это лучше любого. Его не нужно вести там, под палкой, гнать там. Под палкой он вообще не идет. Он, если идет, он ломает там. Он в любой момент нож в спину засадит тот, кто его палкой гонит. Да? Поэтому как-то так. Поэтому я вижу, что нам нужно именно в этом направлении двигаться. Но для того, чтобы мы что-то делали, мы должны, во-первых, первое, нас должны признать, чтобы, например, мы о чем-то говорили, чтобы с нами считались, чтобы мы могли дальше двигаться. Но для того, чтобы нас признали, как говорил Джохар, мы должны себя сами признать. Вот в чем проблема. И чтобы мы себя признали, я вот занимаюсь нашим образованием. Для того, чтобы мы поняли, что нам нужно. Мы должны признать свою Ичкерию, свой фундамент, выбрать направление. Тех людей, которые нам говорят идти там в пустыню куда-нибудь, или там строить какой-нибудь там халифат, или исламское государство строить. Мы должны на каком-то примере сказать. Покажите нам пример. Они говорят, нет такого государства. Хорошо, нет такого государства. Значит, ты хочешь построить государство, которое на земле не существует. Которое существовало 1400 лет назад, но и сейчас его не существует. Хорошо. Как ты его будешь строить? Покажи нам программу. Покажи, как ты должен от и до все это построить. И самое главное, когда ты построишь это супер 1400-летнее государство, исламское, мусульманское, шариатское, то, пожалуйста, объясни нам, как ты будешь сосуществовать со всем остальным миром. Потому что если оно будет агрессивным, злым, то тебя уничтожит. Потому что с тобой считаться, играться не будет. Если ты будешь каким-то мягким, таким пушистым, третьим, десятым, и ты не будешь ни с кем иметь союзников сильных, ты слаб, по идее, да, 1,2 миллиона на население, будет трудно. Мы то, что с Россией противостояли, нам это уже показали. То нас просто тоже оккупируют там, 3-10. Ну, да выход какой есть. Нет выходов. Просто болтают, программу им закладывают, русские спецслужбы, турецкие спецслужбы, арабские спецслужбы, другие спецслужбы, программу им закладывают. И они повторяют вот это все
ретранслирует. Вот сюда заходит, он отсюда уходит. У него даже до мозга не доходит. Он сюда зашло в ухо, и сразу на языке у него вышло. Ни анализа, ни проработать, чтобы потом выдать. Этого даже нет. И для этого вот мы занимаемся и пытаемся рассказать. Джохар и Звяд мечтали о том, наше поколение это сделать обязательно. Да, мулла, да, мулла. Вот меня устраивает абсолютно, что говорили Звяд и Джохар. Абсолютно. Это были два человека-патриота. Мы знаем, что и их родственники не стали миллионерами и миллиардерами. Это тоже очень хороший показатель о человеке. Мы знаем, что эти люди сами себя сделали. Один себя сделал генералом, другой себя сделал успешным, очень талантливым профессором, ученым и большим политическим деятелем, каким был и Джохар. И Джохар говорил, что Звяд его учитель, что он его учит, многому ему объясняет. И меня устраивают эти люди как настоящие кавказские патриоты. Как люди меня не устраивают. Что они не хотели себе что-то взять, не хотели там третье, десятое. Они хотели для своих народов это сделать. И оба погибли. Не уступили, не отступили, не сдались, не продались. Погибли. Ну как таких людей мы не можем? Это у многих народов нет таких людей, понимаете? Многие народы выдумывают себе таких людей, таких лидеров, чтобы потом ими гордиться и рассказывать о них детям в школе там, и так далее, вешать их портреты и так далее. Поэтому меня абсолютно устраивает, не то, что устраивает, я абсолютно доверяю тому, что они говорили и делали, и готов реализовывать то, что они говорили, потому что это отлично. Это отлично. Привет, привет, Денис. Да, конечно, они были настоящими патриотами, деньги для них были бумажки. Конечно, конечно. Израиль потребовал у Ельцина прекратить бойню и вывести войска из Ичкерии. В то время Ясер Арафат целовал Ельцина в лобешник и заявил, что Ичкерия внутреннее дело России. Да, да, совершенно верно. Добрый день, грузин на связи. Если бы не было России, ни один народ Кавказа не воевал бы между собой. И все правильно вы говорите, только США и западные страны. Да, абсолютно, CNN. Абсолютно. Слушаете ли вы кого-то из чеченских исполнителей? Нет, Леонид, нет, не слушаю. Я вообще музыку особо не слушаю. Раньше в машине слушал рок, тяжелый рок мне нравился. И клубная такая музыка мне нравилась. Чеченских исполнителей я вообще почти никогда не слушал. Основа, вы умница большой. Спасибо, Елена. Озвучивает то, о чем другие даже думать боятся или не хотят. Вот мы ломаем стереотипы, Елена. Моя задача сломать стереотипы. Моя задача чеченцам объяснить, что весь мир нам не враг. Весь мир готов нам протянуть руку помощи, если у нас хватит ума ее просто принять эту руку, а не укусить ее, плюнуть в нее, там, я не знаю, еще чего-то сделать. Что нам предлагают сделать наши враги. Так. У меня отец грузин, говорит, мать осетинка, бабушка чеченка. И с кем мне воевать? Да ни с кем. С русскими остается только. Или с армянами, с другой стороны. Ни с кем не нужно, правильно ты говоришь? Конечно, не нужно. Но ведь США и Великобритания тоже бомбят арабские страны. Не обманет ли она Чечню? Какие арабские страны бомбит США и Великобритания? Ну давайте исходить не то, что там арабские страны. Все страны с кем-то воюют. Арабские страны воюют с арабскими странами.
Русские воюют со всеми. Турки тоже везде свой нос суют. Французы везде в Африке со всеми воюют, тоже лезут. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Обманут они нас или нет? Я не знаю. Я не знаю, обманут нас или нет. Я не умею загадывать вперед. Я не знаю. Могут обмануть. Дудаев Джохар был очень недоволен Биллом Клинтоном и Соединенными Штатами Америки. Администрацией Билла Клинтона он был недоволен. Это я знаю. И этот опыт тоже наш опыт. И я его закрывать, скрывать или там утаивать тоже не буду. Но я не верю, что Джохара Дудаева убили американцы, что американцы навели и так далее. Я в это не верю. Не верю, потому что об этом сообщило турецкое русскоязычное издание «Кавказ-Центр», и фотографию, которую они приклеили к голове смотрящей там машина, и стоит по телефону, якобы разговаривает Джохар, голова больше. Обычно был видно фейк это сделано. Раньше это было сложно, сейчас это вообще нельзя отличить. Хорошо, они не сейчас это сделали, а тогда. Сейчас уже любой можно сделать фейк. Поэтому я не знаю. Ну, я могу сказать, что для того, чтобы нас не обманули, чтобы нас не кинули, нужно знать, быть грамотным, юридически подкованным, заключать договора такие, где, быть умным просто, чтобы вас не кинули, не обманули. А так, у американцев, у англичан, вы посмотрите, кого они кинули. Их кидали, их все просто кидали. Вот, не все, конечно, кто-то договор соблюдает с ними, но вот в основном, когда возникает конфликт с кем-то у американцев, всегда их кидают. Понимаете? Слишком они думают, это там слишком мягкотелые, мы их сейчас там, мы тут имеем право, там, 3/10. Я так это вижу. Я не могу, конечно, гарантировать, что нас не кинут. Я могу гарантировать, что я не кину. А то, что другой, я за других не отвечаю. Кстати говоря, друзья, сейчас нас 49 565. С момента начала этого стрима нас уже подписалось 550 человек. Вот за этот стрим, то, что сейчас идет, 102 минуты, подписалось 550 человек. Еще 45 человек, 35 человек, нет, не 35, 435 человек. Еще 435 человек, и нас будет 50 тысяч, чем я вас всех и поздравляю. Наш канал, который так долго душили, наконец-то получил свободу, и все это связано только лишь с тем, что я его веду со смартфона. Если я сейчас опять с компьютера зайду, опять наш канал везде не будет показываться, вернее, будут просмотры, но они не будут накручиваться и фиксироваться не будут. Потому что люди-то будут и так заходить, искать. Не знаю, с чем это связано, но вот если заходить со смартфона, и вот я уже, уже месяц, наверное, или 3 недели, уже месяц, наверное, будет. Да, 21-22 первый раз я, по-моему, стрим провел. С телефона, со смартфона. И у нас увеличились в 10 раз. Мы начали в топы попадать. Каждый наш стрим попадает, не каждый, но почти каждый стрим, который раз мы попадаем в топы стримов, как это у них называется? Как-то это называется там. Я давно там не был, поэтому я не знаю этих всех названий. Поэтому я вас всех, друзья, новых моих зрителей, всех приветствую. Мы вам расскажем очень много интересного и очень полезного. Всегда будет правда на этом канале, только правда и ничего кроме правды. Она, может быть, иногда будет не самая приятная на слух, но она будет честной и объективной. И на нашем канале, на нашей реальности, на канале Reality вы услышите только правду и ничего кроме правды. Так, друзья, еще, может, я посижу 15 минут и можно уже закругляться. Так, давайте.
Шама Памир говорит. Шама Памир. Не называй американцев шакалами. За это я баню строго. Возможно, Америка и Великобритания может использовать Чечению как инструмент для борьбы с Россией. Это очень сильно навредит чеченцам. Народ истощен многолетними войнами. Думаю, нужно избегать войн. Да, я думаю, вы правы, Зод. Потому что именно этому я и призываю, чтобы мы избежали войн, и нам нужно накапливать силы. И для того, чтобы какие-то войны мы вступали, мы должны сперва быть признаны, стать субъектом международного права. Понимаете? Наш президиум, наших лидеров, законно избранных, демократическим способом лидеров, мир должен признать. Только после этого мы должны вести свои какие-то деятельности. Использовать нас мы не должны больше, да, никому. Никому во вред использовать. Нас русские и турецкие, и арабские, и много чего там посодействовало этому. Поэтому нам нужно, конечно же, набираться сил и постараться избежать всяких войн. Воевать, тот, кто хочет воевать, они могут спокойно ехать в Украину и там вести действия. Они добровольцы. Если же они реально представляют государственную власть Чеченской Республики, то это через президиум правительства. Тогда они являются ичкерийцами, тогда они представляют вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия. Так они, конечно, все граждане Ичкерии, без сомнения. Любой чеченец по праву рождения гражданин Ичкерии имеет гражданство Ичкерии. Но это добровольцы, все, кто воюет. Как когда Басаев пошел в Дагестан, это тоже были добровольцы, хоть они были гражданами России. Как-то так, да. Конечно, надо. И, знаете, нужно не думать о том, знаете, какая мотивация зайти и забрать у Кадырова все эти миллиарды. Это такая хорошая мотивация для бандюгов, которые мыслят как бандиты. Что мы сейчас зайдем, заберем миллиарды Кадырова и так далее. Эти миллиарды не ваши, сразу вам заявляю наперед, чтобы вы все знали. Там, кто пытается сейчас поехать, Кадырова быстро убить, и потом все забрать его миллиарды. Эти деньги не ваши. Ни одного, кто посягнет на все, что принадлежит чеченскому народу, тот станет коррупционером и преступником. Сразу же, обошим. Я вас таким буду называть. Поэтому потом не говорите, что Аслан там враг, там со всеми ссорится там, и так далее, и так далее. Нет. Все, что будет забрано и потом отобрано у России, как контрибуция, как компенсация, все будет идти в казну государства, и все будет распределяться на чеченский народ. Никаких больших банд, групп, там у нас 20 человек, у меня 100 человек, я такой, я сякой, этого не будет. Это, конечно, вы будете пробовать, делать тот, кто будет пробовать, но это будет пресекаться и наказывать. У нас будет диктатура закона и порядок будет. И все принадлежит государству, все принадлежит его величеству, господину чеченскому народу. Вот так это будет. Сондела, алца мечтающие швать, что чубо картош Кадырове, да, кисан миллиард, хадари гербо, тани картошку сердать. Все будет по закону. Судить, докажем, виноват, судим, не докажем, свободен. Закон есть закон. Вот так это будет. Нравится, не нравится, это уже другой разговор. Вот дальше, если строим государство, это государство. А так, если мы строим там какую-то там махновщину или какую-то там, я не знаю, анархию, что я тут король, я тут царек, у себя где-то там буду, у меня будет 100 человек вооруженных и так далее. Ага, это преступление, это преступность. И умлили дать. Хитя добошеню, мобелышью, хить ночью, вот все сейчас то говорят, сейчас мы пойдем там Кавказ освобождать, Чечню освобождать. Я вам давным-давно это говорил.
Еще когда вы еще не думали освобождать, а уже когда российские спецслужбы начали об этом обсуждать, когда еще Навальных, Яшины, там, Кутаевы, Ходорковские начали сказки эти рассказывать, подготавливать нас. Я уже тогда понял, что собирается делать, и сказал, что мы категорически против этого. Некоторые вот вы сейчас дотукались, вот мы сейчас пойдем на Кавказ, там что-то мы будем делать и так далее, и так далее. Конечно, вы можете пойти, остановить я вас не смогу, но осудить я вас, осудить и призвать свой чеченский народ вас не поддерживать, это у меня есть возможность. И я буду это делать. И категорически призываю всех не проливать кровь. Нас должен Запад признать. Сейчас, как вы уже видели, наверное, у нас уже есть уже языки, чеченский язык есть. Некоторые кавказские языки там уже тоже появились. В Самсунге, в айфоне уже все вот это, уже вы можете обратить внимание. Это говорит о том, что в Америке, той самой англо-американской цивилизации, принято решение, что наш язык будет спасен, чеченский язык. Там, по-моему, лезгинский мне писали, есть еще язык, еще какие-то языки есть. Это говорит о том, что если на нашем языке мы уже можем писать здесь, это наш язык уже спасен, друзья. И что вахал дершунвай, о дуй гордуй бош хамилшам давай, вай мот бацершун даже от интернет от американч чубил нашуна вай мот цучу, из диц мадилаш ночи, мот бацак ам датшун, мот бацак ам датшун, диц мадилаш, и что мштуй, сейчас дают шена. Поэтому мы будем строить правовое, законное, демократическое государство. Понимаете? Вот что мы будем строить. Алейкум. Просто точку. Баркал ночью. Баркал. Салам алейкум. Как на телефоне выбрать чеченский язык? Сарвивал Харор. Алейкум салам. Ну, я особо небольшой специалист в этом. Я просто посмотрел в ТикТоке, как это делается. Там надо настройки зайти, шрифты, языки, там, 3-10. И вот там я там себе выставил. Но я еще даже не проверял, как это делается. Ну, я скриншот сделал этого. Чеченский язык я в первый раз увидел в шрифтах. Вот это. И сразу сделал скриншот. Написал короткий текстик и вам скинул туда это все, чтобы вас тоже обрадовать. Это говорит о том, что по нам решение уже принято. Чеченская республика Ичкерия будет свободной. И я полагаю, Кавказ будет свободным. Кавказ будет весь свободным. Не знаю, захотят все кавказцы или нет. Кто не захочет, мы оставим его с Россией, конечно же. Насильно мил не будешь, никого тащить не будем. Но будем... Блин, позор, Гаджимурат, реал. Ты лучше не говорил, что ты лезгин. Пожалуйста, не позорь лезгинов. Я так хорошо к ним относился. А ну пошел отсюда. Я тебя столько терпел, а он еще лезгин оказался. Позор ты, а не лезгин. Твой волос недостоин ты лезгина, понимаешь? Волоса, который ему отрезают по Рягмаевской. Лучше ты не писал, я бы тебя оставил бы. Кто не захочет, того ЗСУ заставит. Да. Свободный диалог аслан дикне халятсик дерес массу диалог аслан я тебя затронул коронавирус. Конечно, меня затронул. Я же тоже на этой земле живу. Да, затронул.
Извините за войска, о котором не просили, но за Ичкерию никто сражаться не будет. Если за нее не будут сражаться сами чеченцы, удачи народу Ичкерии. Никто сражаться, если за нее не будут сражаться сами чеченцы. Удачи. Ну, я не понял, что вы сказали. Никто не будет сражаться за Ичкерию. А вы хотите сказать, за Ичкерию никто не сражался, что ли? Мы так сражались, никто в этом мире, по-моему, так не сражался, как мы сражались. Да, этот Манкурт оказался, Тамаз. Вот этот Гаджимурат оказался. У меня на две платформы: эфир, Инстаграм. Не понял, Джексон, вы имеете в виду наш эфир вещается? Наш стрим, который идет. Так, давайте посмотрим. Обычно около 1000 человек вы подписываетесь. Сейчас нас уже смотрят, подписалось 49 671 человек. То есть в момент начала стрима нас подписалось 667 человек. 667 человек. Нет, 657 человек, извиняюсь. Короче, еще 29 человек, и нас нет. Опять. 429. И нас будет 50 тысяч, друзья. И каждый день нас будет добавляться все больше и больше, потому что канал начинает все больше и больше раскручиваться. Я буду дальше работать над этим, буду доносить до вас правду, друзья. Вы тоже распространите как можно больше ссылку на наш стрим, распространяйте информацию о нашем канале. Те, кто находится в России, берегите себя, будьте осторожны, ваша безопасность в ваших руках. Нас ждут очень серьезные потрясения, очень серьезные, очень кровавые, возможно, нас ждут события. И пока я смогу вам рассказывать, пока я буду жив, я буду вам рассказывать правду, чтобы, как говорится, предупрежден, вооружен. На этом я, наверное, свой стрим уже сегодняшний закончу, друзья. А завтра будьте готовы. Обычно к 4 часам, если все будет как обычно, к 4 часам я выйду снова в стрим. На этом все. Все будет Ичкерия. О Аллах, благослови Америку. Адикюэль маш оль. Слава Украине, друзья. Адикюэль маш оль. Мара наша масера обалдой, мара цаколчуна, шамалиндайна, хаюк и майолинда. Бикш бошу нас, мара наш каблаш. Адикюэль маш оль, бюстегаль масера. Всего хорошего, друзья, до свидания.